Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Елена Зинатуллина и о картине дня. И начнем с самой горячей, а точнее холодной темы этого месяца – аномальный май 2022. Только в Яндексе 27 миллионов запросов на фразу «холодный май в России». Месяц стал рекордсменом за всю историю метеонаблюдений. Заморозки по всей европейской части России, и в ближайшую ночь будет еще холоднее. Метели и снег в Нижегородской и Архангельской областях занесло Кировскую область и Башкортостан. Такие рекордно низкие температуры в Татарстане фиксировали в 1971 году. Страдают от сурового мая как аграрии, так и бизнес, дачники и коммунальщики. В городах вновь открывают отопительный сезон. Насколько май не вписался в климатическую норму, выяснял Рамиль Галиуллин. В моей памяти точно не было. Такой суровой и неприветливой весны не было давно, говорят аграрии. Каждый солнечный день для них на вес золота. Этому пестричинскому хозяйству предстоит засеять больше 9 тысяч гектаров земли. Но из-за постоянных осадков работа выполнена только на треть. Ищем поля, где нормальные поля, там сеем, где более-менее сухо. Мощность, вот что в день посеять, где-то 300 гектар мы можем сеять. А мы, получается, вот из-за погоды мы сеем где-то 50 гектар, 100 гектар. В Буинске работы идут медленно, но верно. Незасеянными остаются 20% полей. Однако и здесь погода внесла свои коррективы. Вместо теплолюбивой суданской травы вырастет сахарная свекла. В своей очереди ждут кукуруза и соя. Посевы всходят с трудом, потому что в почве много влаги, а тепла не хватает. В этом году особое внимание надо уделить обработке против болезней. Растениям нужно дать подкормку в достаточном количестве. Как отмечают в Минсельхозе Татарстана, из-за затяжных холодов сроки посевной отстают на 10 дней. На сегодня в республике засеяно 1 300 000 гектаров земли. Это 72% от плана. Тогда как в прошлом году к этому времени работы были практически завершены. В основном посеяны зерновые культуры, более устойчивые к холоду. Это яровая пшеница, ячмень и горох. В прошлом году уже числа 10 мая уже все было белым стоят, все зацвели все. А сегодня 25-й, еще она даже не зацвела. Негативно сказываются холода и на плодовых деревьях и ягодах. Это один из крупнейших питомников республики. Здесь выращивают больше 100 сортов яблони и груш. В прошлом году собрали 10 тонн урожая. Но в этом боятся не набрать и половины. Груши цветут, а насекомых для опыления нет. Холодная весна и вот бесконечные дожди. Каждый день обязательно 2-3 раза дождь идет. И мы боимся, что вот смыло пыльца. И холодно было, даже насекомые там тоже, пчелы даже не летают, чтобы опылялся она. Вот за этого мы опасаемся, что урожай будет слабоватый. Совсем не майская погода не радует и дачников. Садоводы со стажем сажать рассаду не торопятся. Говорят, томаты и огурцы любят тепло. Только собирались посадить, как пошли дожди. В прошлом году в это время уже засаживали весь огород, а в этом году даже картошку не успели. Дождливая погода сильно охладила планы общепита на прибыль. Только в Казани больше 300 заведений с открытыми террасами. Рестораторы отмечают, их посещаемость упала на 20%. Не компенсировал погодный провал даже наплыв гостей на майские праздники. Даже вот при такой погоде, даже в закрытых летних верандах холодно. Люди все-таки садятся внутрь заведения. Даже не спасают и тепловые пушки, вот обогреватели, они не спасают, потому что даже, я думаю, что если температура будет около 15, вот уже как бы нормально. Депрессия не психологическая, а барическая. Именно в таком состоянии сейчас находится погода, по мнению климатологов. Непривычную для мая стужу в Татарстан принесло из Арктики. Сейчас температура на 8 градусов ниже климатической нормы. В 1,5 раза май перевыполнил норму и по количеству осадков. Такой холодной и дождливой весны не было больше полувека. Май оказался аномальным и по количеству осадков, и по температуре. Конечно, в истории такое тоже наблюдалось. Это было в последний раз, например, в 1971 году. У нас действительно есть аномалия относительно климатической нормы примерно в 8 градусов. Так, например, вчера среднесуточная температура составляла около 6 градусов, 5,5, даже если быть точным, в то время как климатическая норма в настоящее время 14,5 градусов. Из-за аномальных майских холодов в социальное учреждение вернулось тепло. В Казани вновь открыли отопительный сезон в 50 детских садах. С 16 по 19 мая была проведена плановая централизованная прессовка, поэтому наш теплопровод был отключен.
После 19 числа нами была подана заявка на подключение тепла, и на сегодняшний день во всех помещениях детского сада температурный режим соответствует нормам. Также тепло подали в роддома, гриоцентры и приюты для престарелых. Как отмечают синоптики, разогреется май только к концу недели, когда температура поднимется до 15-18 градусов. Рамиль Галиуллин, Филюза Хамидуллина, Вадим Ларионов, Игорь Романов и Ирик Хабибуллин. ТНВ, Татарстан. В Московском районном суде сегодня рассмотрели дело по громкому ДТП. Трагедия произошла в ноябре прошлого года на улице Тецовская в Казани. На зебре автомобиль насмерть сбил семейную пару. Сиротами остались двое детей. Медосвидетельствование показало, водитель в момент наезда был пьян. Признал ли он свою вину, какое наказание ему грозит и какую компенсацию требуют родственники погибших, Юлия Гоголева. Подальше, пожалуйста, пройдите. Первым в зал заседаний заводит обвиняемого Максима Вандышева. Под стражу его взяли больше полугода назад, после смертельного ДТП. С его слов, вечером 16 ноября он собирался забрать с работы жену. Дома тоже ждали дети, примерно такого же возраста, как и ставшие сиротами сыновья Раизали и Сергея Поповых. Вот эти кадры. Супруги переходят дорогу по зебре. Автомобиль, не снижая скорости, сбивает их. От удара супруги скончались до приезда скорой. Салат и пюре, большой поток машин встречный был. Погода была сырая, временами шел мокрый снег. Меня слепила встречка, но я не видел потерпевших, иначе я бы среагировал. Я их не видел до последнего и даже не пытался тормозить, потому что, действительно, я их не видел. А перекресток освещен был? Да, на перекресток. Освещен. Освещение есть, но как такового на дорогу мало подать цвета. Экспертиза подтвердила, на момент ДТП водитель был пьян. Сегодня Максим Вандышев уверял, в этот злополучный вечер он не пил. Бутылку вина и 100 граммов водки употребил за 14 часов до этого, якобы из-за бессонницы. Нарушение требований пунктов 10.1 и 14.1 правил дорожного движения Российской Федерации своевременно не принял возможные меры к снижению скорости после остановки транспортного средства. Потерпевшими по этому делу признали 5 человек. 2 родных сестер погибшей Раизали Поповой, 2 детей и ее маму. Как было озвучено в суде, пострадавшие попросили единовременную компенсацию 2 миллиона рублей, частичную 5 миллионов и каждая из сестер и матери еще по миллиону. Также просят суд назначить ежемесячные выплаты на детей до их совершеннолетия по 10 тысяч рублей на каждого. Максим Вандышев свою вину признал полностью. Хочу попросить прощения у родственников. Мне тяжело очень говорить. Простите меня, пожалуйста. Осиротевшие дети супругов Раизали и Сергея Поповых сейчас живут в Балтасинском районе. Опекунство над племянниками взяла их тетя. У нее еще 3 своих детей. Когда у этих детей течет твоя родная кровь, вопросов и обсуждений насчет того, чтобы их где-то оставить или передать в другие органы надзорные, таких мыслей не было никогда, и это не обсуждалось. Если вину Максима Вандышева докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет. Следующее заседание по этому делу назначено на 7 июня. Юлия Гоголева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. В Казанском аэропорту сегодня прошли масштабные учения. По легенде, пассажиру на борту стало плохо, подозрение на холеру. Тактику на месте ЧП отработали Роспотребнадзор, медики, МЧС и полиция. Неблагополучными регионами считаются африканские страны, Бангладеш, Индия. Возможен завоз инфекции из пограничных территорий России. Также есть риски в связи с другими болезнями – лихорадкой, зика, малярией. Распространяется сейчас в Европе и оспа обезьян. Как избежать заражения, в репортаже Вероники Гнединовой. 9:30 утра. В диспетчерскую международного аэропорта Казани поступает экстренный сигнал. Командир самолета, летящего из Беларуси, сообщает, на борту пассажир с сильным расстройством кишечника. По легенде, это рейс номер 111 с вынужденными переселенцами из Украины. 61 пассажир и 8 членов экипажа. Выясняется, на борту человеку стало плохо. Предварительный диагноз – холера. Самолет отгоняют на санитарную стоянку. На место выезжают медики, специалисты Роспотребнадзора, городская дезинфекционная станция, МЧС и полиция.
Первыми на борт в защитных костюмах поднимаются сотрудники здравпункта аэропорта. Оценивают состояние больного. Всех пассажиров проверяют с помощью тепловизора. Дальше пациента с подозрением на холеру увозят в республиканскую инфекционную больницу. Самолет дезинфицируют. Все контактные были переписаны. И после проведения дезинфекционных обработок были направлены в госпиталь для ветеранов войн, на базе которого разворачивается изолятор для контактных. За ними будет в течение 5 дней будет установлено наблюдение. Холера – острая кишечная инфекция. Без лечения быстро приводит к обезвоживанию и может угрожать жизни. Заразиться можно через немытые овощи, грязные руки при контакте с больным. Сейчас холеру регистрируют в африканских странах, Индии, Бангладеше. Случаев завоза инфекции в Татарстан не зафиксировано. Завозы, они возможны. И данная тема, она в принципе актуальна у нас была всегда. Мы каждый год эти учения проводим. 2 последних года немножко подзабыли, потому что все информационное поле, конечно, было занято ковидом, да, согласитесь. Поэтому все-таки напомнить людям нужно. Навыки проведения противоэпидемических мероприятий напомнить нужно. Сейчас в Европе распространяется вирус оспы обезьян. Есть ли риски заражения, рассказали в Роспотребнадзоре. На сегодня риски завоза, они, конечно, минимальны, потому что у нас на сегодня авиасообщения с теми странами, где регистрируется эта инфекция, они практически сведены на нет. Да? То есть, в принципе, на сегодня вот риск завоза, он минимален. И необходимо отметить, что все-таки оспа обезьян не такая контагиозная инфекция, как, например, коронавирусная инфекция, да, или даже холера. То есть там очень-очень тесный контакт и непосредственно с больным человеком, с его выделениями, вот эти корочки, которые образуются, да, пустулы на коже. А вот завоза комариных инфекций и малярии в республику фиксируют ежегодно, но к таким вызовам здесь готовы. Вероника Гайнудинова, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Введение санкций в отношении нашей страны никак не повлияло на закупку медоборудования и темпы строительства учреждений здравоохранения в Татарстане. В этом году на модернизацию первичного звена выделено порядка 2,5 миллиардов рублей. В планах завершения строительства 2 поликлиник в Казани и Зеленодольске, центра врача общей практики в Альметьевске, 2 амбулаторий и 29 модульных ФАПов. Что придет на смену иностранным аппаратам и произойдет ли удорожание из-за цен на стройматериалы, узнала Алия Харудинова. Давно надо было взрослым поколению, старшее поколение трудно было подниматься во 2-й этаж. Салим Гумеров в селе Альдермыш живет уже 70 лет. До сих пор работает водителем в местной школе. Говорит, в последнее время скачет давление, шалит сердце. Раньше в старом здании на прием к фельдшеру приходилось подниматься на 2-й этаж. Со строительством нового вопрос решится. Очень удобное место ФАП сделали. Удобно будет всем обращаться, особенно пожилым и женщинам с детьми, с колясками. Сейчас медицинский пункт села Альдермыш находится здесь, в здании детского сада на 2-м этаже. Несмотря на то, что он был оборудован по всем требованиям, маломобильным группам и взрослому населению подниматься на 2-й этаж было сложно. И сейчас, после строительства нового ФАПа, освободится дополнительное место для детей. ФАП будет обслуживать 533 жителя села Альдермыш, 168 из них пенсионеры и 6 младенцев. Типовое здание, очень удобное для больных, для инвалидов. Сейчас у нас во всех ФАПах компьютеризация, будет возможность по Зуму общаться с коллегами и с врачами. Здание делается Азнакаево, все запчасти приходят, можно найти оттуда, заказать можно, потому что все эти отечественные, мебель тоже будет отечественной наша. И таких модульных ФАПов в Татарстане только в этом году построят 29. Плюс 2 поликлиники, 2 амбулатории и центр врача общей практики в Альметьевске. Капитально отремонтируют 15 медучреждений в 10 районах республики. Строительно-монтажные работы выполнены наполовину. По словам министра Марата Айзатуллина, новые экономические реалии открыли новые рынки производителей стройматериалов. В начале сезона, когда мы, так скажем, были определенные ограничения с Европой, наши поставщики отказывались нам поставлять, но мы эту проблему разрешили, уже отработали с азиатскими странами, плотно работаем сейчас с китайскими поставщиками из Казахстана, поставщиками из Турции, поставщиками из Армении. Поэтому срывов и поставки этого оборудования мы не видим. Наши российские производители тоже активизировались. Максимально мы используем, конечно, российское.
Первичное звено оснастят и передовым медицинским оборудованием. Так, в 2022 году приобретут более 1250 единиц медтехники. Это 12 компьютерных томографов, 18 флюорографов, 8 маммографов, 15 стационарных и 4 передвижных рентгенаппаратов. На все более 1 миллиарда рублей. По словам Марата Садыкова, конкурсная закупка техники прошла заранее. Сейчас может возникнуть лишь одна проблема – увеличится срок доставки. Я могу сегодня заверить, в этом году, в 2022, в принципе, никаких проблем по закупке оборудования пока не видим. Рисков пока нет. Практически хочу сказать о том, что 70% оборудования – это отечественного производства. Конечно же, тяжелое оборудование типа компьютерных томографов, магнитно-резонансных ангиографов – это зарубежного производства. На сегодняшний момент практически тендер по этим единицам сыграны, и в августе-сентябре будут поставки. Для мобильности в рамках программы закупят 17 автомобилей. В целом, по национальному проекту здравоохранения в этом году в Татарстане построят 65, отремонтируют 90 объектов. На это выделено более 7,5 миллиардов рублей. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань, Высокогорский район. Сегодня в Татарстане для 53 тысяч учеников прозвучал последний звонок. В республике в этом году прощаются со школой 15,5 тысяч 11-классников. Уже в четверг первый госэкзамен, но сейчас вальс, слезы и напутствие учителей. Своими планами на взрослую жизнь выпускники поделились с Иваном Сарафановым. Последний школьный вальс – неизменная традиция последнего звонка. Это трогательный момент прощания со школой. Многие не могут сдержать слез. Эмма Валиуллина переехала в Казань из Сургута 2 года назад. Но именно 139-я гимназия стала для нее родной. Самый последний момент, когда мы танцевали с одноклассниками, я поняла, что вполне возможно, это наш последний раз. И может быть, мы уже не соберемся, может быть, с некоторыми мы перестанем общаться. И вот именно этот момент растрогал. То есть я не хочу терять этих людей. Навсегда я запомню, как нас ругали учителя за наши прогулы, за наши какие-то дурачества. Сначала было страшно, но со временем начинаешь вспоминать с улыбкой. Я желаю поступить в КФУ на экономический факультет. Заработаю побольше денег и буду снимать собственные фильмы. Золотой медалист и гордость гимназии Зульфат Шархамулин хочет поступить в КНИТУ КАИ на факультет машиностроения. За плечами победа во всероссийских и республиканских олимпиадах. Сегодня я получил диплом за участие в олимпиадах по физике, по астрономии, по русскому языку на региональном этапе. И благодаря этому меня наградил министр. Ильсур Хадиуллин сегодня вручил диплом отличникам учебы и победителям Олимпиады. 139-ю гимназию в этом году закончили 48 11-классников. Сам министр на торжестве поделился воспоминаниями о своем последнем звонке 40 лет назад. Такие молодые, такие красивые. Все впереди, вся жизнь впереди, поэтому я не зря сказал, для вас весь мир открыт. У них у всех есть большие планы, большие мечты. Дай Бог, чтобы их планы были реализованы, потому что все мы хотим, чтобы наши выпускники этого года, как и предыдущие годы, чтобы они себя нашли в этой жизни. Уроки закончились, но времени на отдых нет. Впереди экзамены. Первый уже 26 мая. Это будет их первый ЕГЭ. Из-за пандемии выпускники этого года не сдавали промежуточный экзамен в 9 классе. После последнего звонка, как обычно бывает, это экзамены. И я сдаю 4 предмета: химия, биологию, русский и математика. В дальнейшем я планирую поступать в медицинский университет. В эти дни ОГЭ сдают 9-классники. Нарушений нет, как сообщил сегодня глава Минобра. Последний звонок прозвучал для 53 тысяч учеников Татарстана. 15,5 тысяч 11-классников попрощались со школой. Иван Сарафанов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Учителям республики в этом году передадут 12 тысяч новых ноутбуков. Это программа, которая реализуется Татарстанским банком по инициативе Рустама Миниханова. Кто уже получил технику, в нашем репортаже. Апастовские школы одними из первых в республике получили новые ноутбуки. 189 современных устройств вручили глава района Айрат Зиганшев, депутат Госдумы Марат Нуриев и заместитель председателя правления Акбарсбанка Ильфан Губайдуллин. В год цифровизации программы обновления школьной техники реализуется банком по инициативе президента республики. Она направлена на цифровизацию сферы образования. Учителя, тем более, работают каждый день с детьми.
разных возрастов, соответственно, разных мировоззрений и как бы информационно черпать ресурс для воспитания. Это вот огромный шаг. Ни одна структура не может, скажем так, работать, развиваться без IT, поэтому решение очень важное. Я думаю, это способствует продвижению, обучению наших детей. Для Акбарсбанка благотворительность и спонсорская поддержка различных сфер экономики, в том числе сфера образования, часть политики социальной ответственности. Многолетнюю традицию продолжает и проект по обновлению ноутбуков. Планирует передать 12 тысяч новых устройств, которые заменят устаревшую технику в школах Татарстана и тем самым повысят качество образования, помогут освободить педагогов от бумажной документации и автоматизируют процессы. Напомним, банк 28 лет работает на благо клиентов, поддерживает жителей своего основного региона Татарстана. Лина Зинатульна, ТНВ, Апастова. Татарстанцы в мае завалили жалобами портал «Народный контроль». Засыпка озера, мерзнущие дети в садиках и опасность на дорогах. Топ популярных заявок сегодня собрала интернет-газета «Реальное время». Несколько рабочих встреч в Доме правительства провел президент Рустам Минниханов. Он встретился с председателем правления корпорации «Баркли» Леонидом Козинцом. Обсудили перспективы сотрудничества в строительстве, в том числе объектов недвижимости. Их корпорация – одна из старейших девелоперских компаний полного цикла в России. Построила и ввела в эксплуатацию более 300 объектов. Рустам Минниханов встретился и с депутатом Законодательного собрания Камчатского края Игорем Евтушком. Обсудили дальнейшее сотрудничество по ряду направлений, в том числе и в строительной сфере. Компания, соучредителем которой является Игорь Евтушок, возвела возле международного аэропорта Казань гостиничный комплекс, который открыли в марте. Сегодня Казанскому пороховому заводу вручили свидетельство о присвоении звания предприятия трудовой доблести. И таких в Татарстане 14. Почетное звание за значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне утвердили в этом году по инициативе Рустама Минниханова. В годы войны завод произвел более 100 тысяч тонн пороха. За станками работали женщины и дети. Мужчины, их было более 2000, ушли на фронт защищать родину. Рамиль Шайдуллин о трудовом героизме заводчан. На вечное хранение в наш музей Казанского порохового завода. Этот документ займет почетное место рядом с высшей наградой завода – орденом Отечественной войны первой степени. Это признание благодарных потомков, звание предприятия трудовой доблести. Оно учреждено по инициативе Рустама Минниханова. Казанский государственный казенный пороховой завод. В начале Великой Отечественной войны Казанский пороховой завод был основным предприятием в СССР, где производили и бесперебойно поставляли на фронт порох и снаряды. В 1942-м единственным действующим пороховым заводом. А в годы войны один завод выпустил больше 1,5 миллиона вот таких снарядов для противотанковых, горных, морских пушек, зенитных систем, не говоря почти обо всем реактивном порохе для легендарных «Катюш», которые, к слову, разработали здесь же вот эти люди. Они у нас были наши наставники. Такие хорошие люди. Рузалья Ухаткина – представитель славной трудовой династии. На пороховом проработала почти полвека. В годы войны здесь трудились и родители, и родственники. Отец рассказывал, дядя рассказывали. Было очень трудно. Они по 24 часа почти работали, не вылезая из завода. Трудовой стаж династии Закировых около 300 лет, рассказывает Зайтуна Кончурина. Дед за трудовые достижения был удостоен ордена Ленина. В годы войны ему на смену пришли сыновья. Один из них, Карим Закиров, принимал участие в разработке и производстве реактивного пороха для легендарной «Катюши». Труд его тоже был оценен. Он получил орден Трудового Красного Знамени. За годы Великой Отечественной войны Казанский пороховой завод отправил на передовую больше 4 миллиардов зарядов для зениток, гаубиц, самолетов, винтовок и 1 миллион зарядов для «Катюш». За 4 года завод произвел более 100 тысяч тонн пороха. То есть это колоссальный труд. И самое главное, ведь не было мужчин, то есть были женщины, дети, подростки, старики. И вот этот труд выпал на их плечи. Более 2000 работников предприятия ушли на фронт прямо из цехов. 7 заводчан за героизм и мужество в бою были удостоены звания Героя Советского Союза. Все эти годы у завода
была и есть, и остается самая главная миссия. Это служение государству российскому. Нового звания предприятия трудовой доблести удостоены 14 предприятий республики. Среди них Казанский авиационный и вертолетный заводы, моторостроительное производственное объединение, завод имени Серго, Зеленодольский завод имени Горького и другие, чьим девизом все военные годы были слова «Все для фронта, все для победы». Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. По всей Казани сейчас проводится масштабная работа по поверке приборов учета электрической энергии. Ежедневно в разные районы столицы выходят 2 бригады. Их задача убедиться в корректности работы счетчиков, чтобы в убытке не оказались ни рядовые потребители, ни поставщики услуг. Как проходит поверка, Юлия Гоголева. Поговорка «точность, вежливость королей» актуальна и для сотрудников сетевой компании. Приборы учета, говорят они, работать должны как часы, чтобы и потребитель не платил лишнего, и поставщик услуги получал сполна. С 1 июля 2020 года все коммерческие приборы учета закреплены за сетевыми организациями. В это включается установка приборов учета, замена после их выхода из строя, а также поверка приборов учета по истечении межповерочного интервала. У каждого типа прибора учета он разный, от 10 до 16 лет. Основная работа по поверке приборов учета проводится в основном в летний период, так как зимой доступ в частный сектор бывает затруднен. Ежедневно работают 2 бригады специалистов, каждая из которых осматривает около 20 приборов учета электроэнергии. Сегодня побывали в гаражном комплексе на улице Аделя Кутуя. Этому счетчику уже 16 лет. Смотрим его состояние, цел ли корпус, присутствуют ли пломбы. Если все цело, корпус счетчика цел и пломба на месте, мы начинаем поверку счетчика после внешнего осмотра. Вчера мне позвонили с компании сетевой и сказали, что сегодня уже приедут делать эту поверку. Я очень доволен, что все очень быстро. Зачастую приборы учета находятся внутри строений. И чтобы провести поверку, необходимо, чтобы хозяева обеспечили доступ. Хотелось бы обратиться к жителям Казани, чтобы отнеслись к этой работе с пониманием. Просим вас в назначенное время проведения поверки находиться дома и обеспечивать доступ сотрудникам Центра стандартизации и метрологии Республики Татарстан. Не прошедшие поверку приборы учета меняются за счет сетевой компании на современные, интеллектуальные. Умные счетчики обеспечивают своевременный сбор показаний и их дистанционную передачу поставщику электроэнергии. Юлия Гоголева, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В республике нет дефицита кассовой ленты. Значит, продавцы обязаны пробивать чек в бумажном виде. Об этом сообщает УФНС России по Татарстану. Альтернативой может считаться электронный чек. В этом случае перед покупкой продавец попросит номер телефона или адрес электронной почты. Также с прошлого года работает сервис ФНС «Мои чеки онлайн». С помощью этого приложения можно получать электронные чеки от интернет-магазинов и объектов торговли, которые перешли от бумажных к электронным кассовым чекам. Налоговики предупреждают, объективные причины отказа от выдачи бумажного чека может быть только отсутствие кассовой ленты на российском рынке. В данный момент она есть в наличии у поставщиков, поэтому невыдачу чека продавцом налоговая служба расценивает как нарушение законодательства. Сегодня в День славянской письменности в культурном центре имени Пушкина презентовали 2-й том книги «Русская коллекция» в музеях Татарстана. Она посвящена главным уборам и украшениям. Кокошники, сборники, повойники. В каталоге разнообразные девичьи и женские головные уборы, которые являются неотъемлемой частью народного костюма. Они передавались из поколения в поколение в крестьянских и купеческих семьях. На презентации прошел показ костюмов русского населения Казанского Поволжья. Гости увидели, как носили головные уборы. Всего в проекте будет 5 томов о традиционной одежде, украшениях, предметах быта и декоративно-прикладном искусстве. Головной убор, он был маркером. Он четко показывал, кто перед нами. Молодая незамужняя девушка, которая уже готова рассматривать женихов, ждать сватов. Народный костюм, он гораздо тоньше, он гораздо разнообразнее, он требует правильного, грамотного прочтения. Это уникальное сокровище мастерства наших умельцев за многие века, и даже современники некоторые причастны к тому, чтобы найти эти коллекции, чтобы их систематизировать, чтобы собрать их в музеях.
Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. А в завершении программы предлагаем посмотреть на самый волнительный день для выпускников школ. Последний звонок. Когда уйдет со школьного двора, под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра встречать, учить и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Здравствуйте! Аномально холодный май продолжает удерживать температуры на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Что ожидать нам от погоды в среду, узнаем через несколько секунд. Кухня или шкаф-купе по индивидуальным размерам. Данил Мастер учтет все ваши пожелания. Только до конца мая бесплатный выезд на замер. Записывайтесь по телефону 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в среду в Бугульме, Павлах, Азнакаево ожидается облачная погода с прояснениями, временами с дождем. Температура станет немного выше, плюс 14. В Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также пройдут дожди. Температура также ниже климатической нормы, ночью на почве местами заморозки. Пора бы уже жаловаться на жару, но пока ее нет ни на улице, ни в квартирах, остается лишь согреваться теплом наших душ и улыбок. Влияние холодного воздуха на погоду пока сохраняется и в Агрызе, Менделеевске, Актаныше, местами дождь, ветрено и прохладно. Северо-запад республики также остается под влиянием циклонов, которые по-прежнему будут обеспечивать неустойчивую погоду. Температура пока не спешит повышаться, всего 10 градусов на термометрах. В Болгаре, в Држаном-Буинске прохлада сохранится, но ночная температура станет выше до 6 градусов, местами дожди. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше без существенных осадков, температура невысокая. Май в этом году выдался аномально холодным. Такой погоды не наблюдалось с 1948 года. В четверг в республику начнет поступать более теплый воздух, но осадки пока не прекратятся. В Казани переменная облачность, днем небольшой дождь, ночью плюс 6, на почве возможны заморозки. Днем около 11 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.